Главный подозреваемый в убийстве и исчезновении семьи в Атырауской области не способен на такое преступление? Я до сих пор не верю, как он мог. Барашек не может даже. Что на самом деле произошло в Жангельдине? Версия экспертов. Если он в Сирии, возможно, мы вообще его никогда не найдем. Как и где жил подозреваемый в убийстве? Мы сегодня сюда приехали для того, чтобы выстроить всю хронологию событий, понять, почему это место вообще называют мистическим. Новый поворот в громком деле о пропавшей семье в Атырауской области. Подозреваемый в убийстве как минимум 2 человек, Султан Сарсемалиев, объявлен в международный розыск. В полиции, по сути, подтвердили информацию, которую изначально озвучил загадочный блогер-хакер Атырау. Он в своем расследовании заявил, что зять пропавших без вести покинул страну и, возможно, уехал через Узбекистан на Бали. Впрочем, была озвучена и другая версия, что главный подозреваемый скрывается не в Индонезии. Возможно, он уехал наемником в Сирию. Вот такой запутанный сюжет у этой криминальной истории. Младшую дочь убитых, жену подозреваемого Сарсемалиева Акбаян, тоже объявили в розыск. Она числится без вести пропавшей. Нашей съемочной группе удалось записать эксклюзивное интервью с отцом главного подозреваемого по таинственному делу Самиголой Сарсемалиулы. Он рассказал нашим журналистам шокирующие подробности. Якобы жена султана, младшая дочь убитых Акбаян, была психически больна и после рождения 5-го ребенка совсем потеряла рассудок. Самиголла Сарсемалиулы уверен в невиновности своего сына и убежден, что в преступлении замешан и средний сын убитых Наурыз, с чего телефона постоянно отправлялись сообщения. Впрочем, не будем забегать вперед. Предлагаем вам самим послушать интервью отца и сделать выводы. Я до сих пор не верю. Вот 2 нашли, еще 2 нету. А он раньше... Еще раньше пропал. Пропал раньше. Вот. Может, он где-то задолжал, где-то куда-то лез, может, игру или как... Может, должен был, наверное. А то как они могут скот продавать срочно? Вы не верите, что, полностью, что сын виноват? Как вы думаете... сказал бы, этот Наурыз тоже дома был, с ним общался или по телефону разговаривал. Не говорят же. Я сомневаюсь, что он, как он могут, здесь барашек не может даже. Я сам горлом порежу, а потом только отдаю шкуру снимать туда-сюда. Он смотрит туда. Он отворачивался, никогда не смотрел даже? Да, отворачивался. Я говорю, можешь? Он говорит, я говорю, я сам, тогда остальные сам сделаю. Показываю туда-сюда. Вы же верите, что он не виноват, но при этом не предупредил, уехал. Может быть, его запугали. Может быть, всякие могут быть, я не знаю точно. Вы говорили, что вот он уехал, получается, пересек границу, да, в Ташкент? А дальше куда, неизвестно? Дальше неизвестно. Дальше... То, что вот говорили же, что появился там какой-то хакер в интернете, я не знаю, слышали вы, нет? Что дальше на Бали куда-то отправился? Говорит, там, Пуэрто-Рико или Коста-Рика, Куала-Лумпур. Куала-Лумпур. Оттуда конечная остановка, в общем, Бали. Там это город или остров, там, говорит, там находится. В последнее время вот это. Это правда, неправда, я не знаю. Вообще с султаном вы никогда не общались по поводу его семейной жизни, вообще, как она вся происходила? Ничего такого не рассказывал? По последнему он же здесь жил же. Только с детьми, с снохой, все вместе. Вот это 1,5 месяца, он уехал в город. То есть вот этот съемный дом, который в Атырау стоит, это который 1,5 месяца, да, там только стоит? Он там его арендовал? Точно не знаю я. Нет никакого предположения, что... я не знаю, может, какие-то у вас мысли. Мы понимаем, что вы там думаете, что это не он, вина не доказана. Но примерно кто может быть, по вашему мнению? По-моему, там всякое может быть, там какой-то замешаны там какие-то другие люди, может.
говорит, скот продавал там Мгм. через кого-то. Должны знать этот соседи. Уже можно отправить деньги, ну, барашку, как ты можешь Подожди. через телефон. Мгм. Машину надо грузить. Кто-то отдавать должен, если дома никого нету, соседей или... Вот это вопрос, вот это. Чем султана винить, там надо копаться надо до конца. Султан как помогал? По здоровью? Как деньгами как-то помогал вам? Ага, по здоровью. Что там, особенно затрат не было там это. Не знаю, может, там в больницу как-то отвозил, лечение где-то оплачивал. Ага, да. Такого не было? Ну, один раз он в прошлом году, или как позапрошлом году, после операции, отвез мне это центр, как эндокринология, что ли, как. Вы знали, что Султан с Акбаян были в разводе? Да, так говорят. Я сам недавно узнал. Но они проживали вместе. Может, были какие-то причины? Возможно, ее родители повлияли? Не знаю. Это правда, что родная сестра Султана была в Сирии? По какой причине она туда ездила? Я тоже об этом услышал позже. Ее с детьми обманным путем вывез муж. Он обещал путешествие. Кажется, они уехали через Турцию. Потом там уничтожили все документы. Муж погиб в Сирии. Что сейчас говорит ваша дочь? Мы сейчас эту тему не затрагиваем. После возвращения ее лечили, восстанавливали документы. По программе «Шанс» она получила жилье. Сейчас все хорошо, дети ходят в школу. Зачем сейчас поднимать эту тему? Она совершила ошибку. Все благополучно закончилось. Надеемся, и в этом случае все разрешится. Сейчас открываешь телефон, все обвиняют зятя, то есть моего сына. Почему не ищут Наурыза? Куда он пропал? Почему не ищут? Где будут искать? Может, он жив? Просто так человек не будет продавать скот. Если человек продает скот, кто-то же должен быть на месте. Вообще, скот принадлежит, если не ошибаюсь, свату. Он хозяин. Может, он был кому-то должен. Не знаю. Мое мнение, поиски не должны вестись только в одном направлении. Почему в сторону Наурыза не ведут расследование? Что вы как отец еще можете сказать? Что я могу сказать? Все слышим. Шумят не только в районе, не только в области, а по всей республике. Ничего добавить не можем. Верим в его невиновность. Будучи отцом, как я могу верить в то, что говорят о моем сыне? Тем более. Также в беседе с нашими корреспондентами отец султана Сарсималиева рассказал, что дети султана и Акбаян уже давно воспитываются в доме дедушки и бабушки. Мол, Акбаян не могла смотреть за малышами, поскольку была очень больна. Год назад, во время ее последней беременности, ей сделали операцию на щитовидную железу. Она не могла отойти от наркоза и долгое время была в коме. После того, как Акбаян пришла в себя, врачи констатировали, что ее мозг поврежден. Она потеряла память, не узнавала детей и с трудом передвигалась самостоятельно. Незадолго до случившегося, примерно в октябре, подозреваемый перевез жену в Атырау, якобы на лечение. А 30 ноября последний раз появился в отчим доме. Забрал старших детей в город, купил им одежду и обувь и отправил вновь к бабушке с дедушкой на такси. С тех пор родители его и не видели. И только от журналистов узнали о трагедии. О том, что их сваты убиты, их дети без вести пропали, в том числе и сноха Акбаян, а сын числится в розыске как главный подозреваемый. Напомним, 2 тела убитых, главы семейства Махсота Карабалина и его супруги Насеп Утешкалиевой, нашли 6 января. Убийца или убийцы закопали их в сарае. До сих пор без вести пропавшими числятся 35-летняя Мирамгуль, 32-летний Наурыз и 29-летний Акбаян. По официальной информации, обе девушки – инвалиды. По хронологии первым из всей семьи пропал 32-летний Наурыз, сын убитых Махсота Карабалина и Насеп Утешкалиевой. Он якобы еще летом прошлого года уехал на заработки в Актау. Его местонахождение до сих пор неизвестно.
Но в то же время именно с его номера телефона родственники получали текстовые сообщения. Якобы он регулярно писал о том, что его родители поехали к врачу и что его семья распродает скот, потому что нужны деньги на лечение. Однако кто на самом деле писал эти сообщения, сам Наурыз или кто-то еще, неизвестно. Возможно, его телефоном завладел подозреваемый в убийстве Султан Сарсемалиев, а может и еще кто-то. Чтобы распутать этот клубок догадок и недомолвок, наша съемочная группа в Атырауской области пыталась по крупицам восстановить картину произошедшего. Маршрут команды Айрана таков: Жангельдин, где пропала семья и где нашли тела убитых; село Махамбет, где последние годы снимал жилье подозреваемый Султан Сарсемалиев с женой и детьми, и где живут родители Султана, которые сейчас воспитывают его 5 детей. Мы предлагаем вам посмотреть уникальные кадры с места трагедии и послушать интервью с очевидцами. В начале месяца этого года в Атырауской области в селе Жангельдино на весь Казахстан прогремело громкое событие. В селе пропала семья из 4 человек. Казалось бы, небольшой поселок, который находится всего в более чем 300 километрах от города Атырау, где население составляет всего 1600 человек, и каждый должен знать друг друга поименно, никто не задавался вопросом. Порядка 2 месяцев, а где же семья? Куда она пропала и что с ней случилось? Только 25 декабря сестра погибшего подала заявление в полицию о том, что она не может найти родного брата и его семью. Мы сегодня сюда приехали для того, чтобы выстроить всю хронологию событий, понять, почему это место вообще называют мистическим, что здесь такого произошло, почему никто не задавался вопросом и почему резонанс случился только в начале этого года. Мы уже несколько часов ходим по поселку Жангельдино. Ощущение, как будто здесь ни единой души. Мы стучимся в двери, пытаемся найти кого-то на улице, чтобы поговорить о произошедшем. Но люди отказываются, на улице мы никого встретить не можем. Люди не хотят говорить что-то на камеру. Скорее всего, подтвердится даже тот факт, что полиция попросту запретила давать какие-то комментарии. 1600 человек проживает в этом поселке, более 300 домов. Но это очень тихий поселок, который ничем не отличается от других в Казахстане. И как такое громкое криминальное дело прогремело здесь, люди до сих пор задаются вопросом. В целом и мы тоже. Именно вот в этом доме нашли тела 2 супругов, главу семьи, его жены. Именно в этом сарае их нашли. Полиция комментарии какие-то давать тоже отказывается. Мой сосед хороший человек был, трудолюбивый. У них было около 20 голов скота. Последний раз я видел соседа 17 октября. Это была его очередь пасти скот. После этого я его не видел. Наурыза видел последний раз летом. Говорят, он уехал на заработки. На самом деле до сих пор удивительно, как из поселка никто не искал семью, которая пропала. Никто не пытался зайти на их территорию, найти, посмотреть и поискать. Единственный человек, который более-менее был как-то с ними связан, это сторож, который смотрел за скотом. Мы смогли с ним поговорить. Сторож рассказывает о том, что на саму территорию дома он никогда не заходил, во дворе он никогда не был, он смотрел только за скотом, но до сих пор непонятно все равно, почему никто из жителей, которые говорят, что была мирная, тихая семья, очень хорошая семья, никто за 2 месяца не соизволился начать их искать. Кто вам сказал присматривать за скотом? Наурыз сказал. Наурыз сам сказал по телефону? Да. Вы его голос узнали? Нет, он писал сообщение по WhatsApp. 10 ноября написал. Попросил присмотреть за скотом. Написал, что будет платить в день 3000 тенге. Я согласился. Через 2 месяца случилась вот эта вот история. Получается, по WhatsApp писал не Наурыз? Получается так? Кто тогда? Говорят, что это их зять. Он отправлял вам 3000 каждый день? Да, на карточку. От кого поступали деньги? От Наурыза? От его отца. От Карабалина Максота. Он не переводил деньги каждый день. Он мог перечислить раз в 10 дней, раз в 5 дней. Когда он в первый раз попросил продать скот? В ноябре. Примерно 15-16 числа. Спустя некоторое время он опять вам написал? Что он написал? Говорил, что ему нужны деньги? Да, сказал, что мама болеет, что он в Ташкенте. Маму лечим, нам нужны деньги. Получается, скот купили и забрали сами сельчане? Получается так. Они переписывались с Наурызом, но мы думали, что это Наурыз. Они между собой договаривались, я просто смотрел за скотом.
Сколько голов скота было? 17 баранов, коз точно не знаю сколько, около 20. Их всех выкупили? Да, по очереди. Сначала 5 голов, потом остальное загрузили и увезли. Выкупили скотовода из поселка Амиелы. Деньги переводили отцу. Мы же не знаем, что происходит. Документы были у покупателей? Да, были. Что они вам показывали? Что они должны мне показать? Я же просто смотрю за скотом. Они должны показывать документы хозяевам. То есть они пришли и сказали, мы отправили деньги на Урызу. Да, Что вы можете сказать об их зяте? я его никогда не видел. Главный в этом деле подозреваемый Султан Сарсималиев. Он является зятем дочери семьи погибших. Мы сейчас приехали на место, в котором он жил. То есть жилье было съемное. Жили они в достаточно прям таком отдаленном месте. И слова, в принципе, родственников всех подтверждаются, что и сам Султан был довольно-таки закрытый человек. Особо ни с кем не общался. Редко вообще его кто видел. Ну и как показывает вот место, куда мы приехали, оно прям может примерно описывать то, каким был Султан. Дом находится очень далеко, на окраине города, рядом с железной дорогой. Здесь недавно были раскопки. Непонятно вообще, как будет ли полиция опечатывать этот дом, где сейчас хозяева этого дома, потому что, опять же, повторюсь, он был съемный. Вчера здесь проводились работы, искали возможные тела тех, кого еще не нашли. То есть это Наурыза и Мейрамгуль. Если разговаривать с соседями, о нем тоже мало кто знает. То есть, да, жил тихо, где-то здесь вот снимал дом, рассказывают. Но прям ничего такого сверхъестественного. Туалеты, все. Это, я так понимаю, вообще душевая. Она здесь, скорее всего, это вся техника, которая, может быть, он продавал, может быть, буквально там вчера-позавчера ее вытащили и все закрыли здесь. Непонятно. Но раскопки были вот по всему периметру дома. Здесь есть также лестница, которая, скорее всего, я не знаю, ведет куда? На чердак. Непонятно вообще, смотрел ли кто-то из жителей, что здесь есть. Бисмилля. Еще бы нормально открыть. Ну, мы, честно, не знаем, смотрел ли кто-то здесь из сотрудников полиции, из работников, были ли здесь какие-то обыски, непонятно. Здесь нет забора, заходи, бери что хочешь. Буквально это все выглядит так. Ну, пустое, только пенопласты, а остальное все темное, не видно. К сожалению, лезть я туда не буду. Мало ли что. Вообще, на самом деле, всегда выглядит в этом доме все так, как будто бы человек целенаправленно собрал все вещи в доме, разложил все по разным местам, завернул в какие-то пакеты, вынес, там, я не знаю, на улицу или еще куда-то, и пропал в неизвестном направлении. По этому делу объявили международный розыск еще 2 человек. Розыску присвоен желтый уровень и красный. Мы разыскиваем Акбаян как без вести пропавшую, а подозреваемого мы разыскиваем по красному уровню. Как только его найдут, его сразу доставят в правоохранительные органы. Куда бы он ни отправился, даже если на самолете пересек границу, его должны арестовать. Есть информация, что они уехали из Узбекистана в другую страну. Их локация в других странах уже определена. Проводятся международные разыскные мероприятия, в ближайшее время их найдут. В социальных сетях распространяется еще информация об инвалидности Акбаян. В октябре 2025 года врач вынес решение. Ей присвоили инвалидность 1 группы. Но решение суда еще не вышло. Суд должен вынести решение о ее недееспособности и назначить ей опекуна. Но это пока не было сделано. Но в социальных сетях все удивляются, как это возможно. Суд официально не утвердил ее инвалидность, но было решение врача. Я не могу точно сказать, но у нее были проблемы со здоровьем. Из последней информации. Мобильный номер пропавшего без вести Наурыза был несколько раз в доступе уже в этом году. Кто-то продолжает им пользоваться, тогда как телефоны остальных разыскиваемых отключены.
Параллельно следователи осматривают дома погибших в селе Жангельдин. Там продолжают искать любые вещественные доказательства, которые могут пролить свет на это преступление. У экспертов-криминалистов множество вопросов по этому таинственному делу. Что произошло на самом деле, пока не знает никто, кроме самого преступника и его возможных сообщников. Но никто не запрещает выстраивать догадки. Давайте попробуем понять, что же могло произойти. Я думаю, что если бы, в принципе, с самого начала профессионально начали заниматься расследованием этого уголовного дела, возможно, мы бы уже имели довольно-таки нормальные результаты. Возможно, сейчас, через неделю, через полторы, эти результаты появятся. Ну вот, если бы этим делом занимались еще специалисты Комитета национальной безопасности, я думаю, результаты были бы уже через 3 дня. То есть есть определенный протокол, а полицейские у нас начинают сильно шевелиться только в 2 моментах. Когда исчезает престарелый человек, которому 75-80 лет, у которого есть возможная амнезия, и в случае, если пропадает ребенок. Вот тогда, да, поднимают, соответственно, весь батальон, всю Красную Армию, и все начинают искать, соответственно, пропавшего индивидуума. А так, взрослые люди, трупы старших членов семьи, отца и матери, нашли в сарае. Вот. И почему их не могли найти такое большое количество времени, я просто, это, возможно, такая неприятная такая деталь, говорили, что якобы полицейские проверяли с собаками. Есть такое вещество, называется кадаверин. Оно вырабатывается, когда человеческое тело, то есть труп, начинает разлагаться. Но в собаке такое обоняние, что она способна почувствовать вот этот вот кадаверин, буквально в микроскопических дозах. И собака, обученная собака, не знаю, какие собаки были, собака его чувствует очень хорошо, и она не могла не обнаружить в сарае что-то подозрительное. Возможно, просто не обратили внимания, что собака как-то себя подозрительно ведет. Вот это вот один момент. Если бы за этим всем стоял сын, он бы уже давно подался в бега. Но опять же, мы живем не 90-е, не 80-е годы, везде стоят видеокамеры. То есть найти человека, который собирается уехать и скрыться, сейчас не составляет особого труда. Он в любом случае будет пытаться пересечь границу или скрыться где-то. Его можно будет найти в любом случае где-то. Тем более Актау — это не маленький город. Соответственно, нужно искать не только Султана, который сейчас является основным подозреваемым, но и Наурыза. Потому что, кто бы тогда вел вот эту вот переписку? Возможно, переписку от имени Наурыза вел вот этот вот Султан. Но там можно понять, в принципе, потому что стилистика речи, стилистика текста, опять же, есть определенные несовпадения. Можно было во время переписки задать какие-то вопросы, на которые Султан бы не ответил. Пропала 35-летняя их старшая дочь. Угу. Она была инвалид 3-й группы. Угу. Вряд ли она могла оказать сопротивление, вряд ли она могла куда-то сама уехать. Значит, она тоже должна быть где-то там. Я с вами абсолютно согласен в том плане, что, возможно, да, дай бог ей здоровья, надеюсь, она жива. Но если дело пошло именно по тому пути, по которому оно пошло в плане родителей, возможно, да, где-то тело находится уже, возможно, оно даже где-то поблизости. Зачесали, что называется, в последний момент. И начали уже активно заниматься разработкой этого уголовного дела, что называется, с пристрастием. Если он в Индонезии на Бали, то тут мы, скорее всего, вряд ли его уже найдем. Хотя, опять же, если везде видеокамеры, возможно, мы его найдем. Если он в Сирии, то это уже будет гораздо сложнее. И, возможно, мы вообще его никогда не найдем, если он, допустим, в силу увлечения какими-то радикальными течениями решил бросить все, отправить на свет всю свою родню, продать все, собрать все деньги, скажем так, на джихад или там на еще какие-то мероприятия, на помощь братьям. Возможно, мы тогда и вообще не найдем никаких концов в этом деле. Просто. И все. А остальные все мученики веры. Все, просто всех убил, деньги забрал, все распродал и исчез. И где он? Большой вопрос. У меня есть такое подозрение, что, возможно, они куда-то двинули за бугор. Люди, которые уезжают в Индонезию, они детей просто так не бросают. Они бы тогда уехали вместе с ними. Давайте вот так вот по-честному. А если бы они уехали куда-то в страны, так скажем, неспокойные страны на Востоке, тогда они, возможно, могли двинуть туда именно семейные пары. Или он один.
А она осталась здесь где-то вот, в непонятном статусе. Но детей просто так не бросают. Вот всё. Информация о ходе расследования и результатах поиска пропавших очень скудная. Ее не разглашают в интересах следствия. По информации источника, близкого к правоохранительным органам, у полицейских уже есть точные ориентировки, и они знают, где искать подозреваемого. До сих пор не удалось найти еще 3 без вести пропавших. Что думаете вы по поводу этого загадочного преступления? Как вы считаете, найдут ли пропавших без вести? Делитесь здесь в комментариях вашими версиями этого таинственного преступления. Берегите себя, своих родных и близких. Спасибо, что смотрите Айран. Напоминаю, что вы можете поддержать нашу редакцию с помощью Каспи QR на экране или по ссылкам на Patreon и Каспи в описании к видео. Благодарим тех, кто уже это делает. Это важно.